Добрый день, в эфире телеканала НТС Новости, в студии Елена Яковлева. В Бишкеке все-таки вводят некоторые ограничения. Детские площадки, другие развлекательные платформы в крупных торговых центрах должны закрыться. Об этом сегодня сообщила вице-мэр столицы Айджан Ченебаева. Пока такая мера вводится на 2 недели с 1 апреля из-за ухудшения эпидситуации. Во всех объектах массового скопления народа, не только в торговых центрах, но и общественном транспорте, усиливаются меры санитарного режима. Муниципалитет уже начал рейды на предмет соблюдения требований ношения масок и социального дистанцирования. Санэпидемиологи и врачи города подчеркнули, что в случае вспышки инфицирования коронавируса в краткие сроки в городе будут развернуты дополнительные стационары. Работает колл-центр, куда могут обратиться горожане с ухудшившимся самочувствием и признаками болезни по номеру 118. По словам Ченебаевой, указанный период должен немного сбавить нарастающие обороты распространения COVID-19 в городе. После ситуация покажет, есть ли необходимость их продлевать. На 2 недели мы закрываем детские площадки. Это как экстренная мера. Мы очень надеемся, что эпидситуация не ухудшится, и тогда мы вернемся к тому, что мы разрешим работу детских площадок. А так у нас уже 3 дня ведутся рейды по торговым центрам, по всем общественным заведениям, где мы всех призываем, конечно же, владельцев бизнеса соблюдать все эпид-нормы, все предписания, которые наши уважаемые коллеги приходят, объясняют, да, что нужно делать, что одевать маски, дистанцирование. По городу Бишкек, я могу сказать, Центр семейной медицины сегодня работает 10 мобильных бригад. Мобильные бригады, вы знаете, выезжают по вызовам, которые поступают по колл-центру 118. Также они проводят наблюдение лиц, которые находятся сегодня на домашнем карантине. По плану перепрофилизации по приказу Министерства здравоохранения будет идти в 2 этапа. Значит, всего на сегодняшний день у нас запланировано по городу Бишкек открытие 1500 коек. Это в случае, если будет необходимо. Что касается возвращения бишкекских школьников в классы после весенних каникул, обучение в реальном режиме все учащиеся так и не начнут. На этом же брифинге муниципальные чиновники сообщили, что на домашнем обучении останутся ученики 6, 7, 8 и 10 параллелей. Остальные пока продолжат заниматься в традиционном формате. По словам представителей столичного управления образования, это начальная школа, 5 и выпускные 9 и 11 классы. Контроль за учениками в учебных заведениях должен быть усилен. Каждый ребенок должен быть в помещении в маске и иметь санитайзер. 9 марта в системе муниципального школьного образования у нас вышли по системе офлайн на обучение 7 параллелей. Нам было дано разрешение обучаться полные 45 минут за 1 урок и полным составом. В течение этого периода у нас было выявлено 13 заболеваний среди школьников и 14 заболеваний среди учителей. За день прививочной кампании вакцину в республике получили лишь 100 человек. Об этом сообщили в Минздраве. Накануне вакцинацию начали китайским препаратом Синофарм в Бишкеке, Аше и Чуйской области. Пока только для медиков. В первую группу получающих прививку от коронавируса включены также учителя и правоохранители. По данным руководства Минздрава, желающих много, но есть и те, кто отказываются получать укол. Имеется также категория врачей, которые уже переболели и имеют антитела. Вопрос вакцинирования для них станет тогда, когда количество антител начнет уменьшаться. А пока в Кыргызстане вакцинировались лишь 100 человек, в Казахстане тем временем на сегодняшний день уже привито более 100 тысяч граждан. Общее количество вакцинированных лиц первым компонентом более 100 тысяч, вторым более 30 тысяч. Тем временем в Кыргызстане снова более 100 человек заразились коронавирусом. По данным на сегодня, это 113 новых инфицированных. Эпицентр прироста – Бишкек. По данным Минздрава, это 61 заболевший житель столицы. Много заразившихся и в Чуйской области – 44. На 3-м месте по опасности эпидситуации Иссык-Куль. Скончался 1 пациент. 530 пациентов получают лечение в стационарах, более 100 – это тяжелые пациенты и 22 человека крайне тяжелые. Более 500 под контролем медиков лечатся на дому. Продолжаются и лабораторные исследования в отношении тех пациентов, у которых выявлены симптомы. Как отметили в Минздраве, несмотря на легкое течение болезни, заболевают и дети. 283 случая с начала этого года.
Здание, которое по версии спецслужб являлось незаконным имуществом экс-премьер-министра Мухаммед-Калая Абылгазиева, передано государству. Речь идет о крупном комплексе, расположенном на пересечении улиц Киевской и Панфилова. Это почти достроенное здание с офисными помещениями. Ранее ГКНБ заявил, что оно в числе объектов, которые Абылгазиев неправомерно получил в период своего пребывания на государственных постах. Как сообщили в Генпрокуратуре, ранее Фуги на основании распоряжения Кабмина принял решение о передаче частному лицу участка напротив Белого дома площадью более 2 гектаров земли. Надзорный орган подал иски в суд с тем, чтобы решения были признаны недействительными, и они были удовлетворены. Имущественный комплекс передан в государственную собственность. Известный бизнесмен, бывший милиционер Джалил Атамбаев, которого подозревают в незаконном обогащении, полностью выплатил ущерб государству. В ГКНБ сообщили, что накануне Атамбаев передал оставшиеся 50 миллионов сомов к тем, что перечислял ранее. Ему инкриминируется, напомним, незаконное обогащение в период его пребывания на госслужбе. И проведенное расследование нашло доказательства, что Атамбаев, будучи сотрудником МВД, одновременно занимался предпринимательской деятельностью, приобрел недвижимое имущество на общую сумму 100 миллионов сомов, оформляя его на своих близких родственников. Как пояснили в Госкомитете, следствие по Атамбаеву практически завершено. Там обещают сообщить о том, какие будут приняты окончательные процессуальные решения. Депутатский мандат Умурбека Текебаева передан другому, следующему по списку кандидату. Это Ширалы Абдылдаев. Бывший глава фонда по управлению госимуществом, он также баллотировался в депутаты в 2015 году во все еще действующий 6-й созыв парламента от партии Атамикен. ЦИК рассмотрел вопрос передачи депутатского места во фракции и принял решение закрепить его за Абдылдаевым, несмотря на то, что он проходил обвиняемым по тому же делу, что и Умурбек Текебаев. Только его материалы были выделены в отдельное производство. В данное время, как отметил член ЦИК Гульнара Джурабаева, Ширалы Абдылдаев находится под домашним арестом, так как 2 года назад следствие по нему было приостановлено в связи с болезнью. А ранее он был в розыске ГКНБ за то, что не являлся на допрос и судебные заседания. ЦИК обсудила все обстоятельства, но так как это коллегиальный орган, большинство ее членов пришли к решению отдать ему мандат, так как по факту он не судим. Украли трактор, который укладывает асфальт. 2 мужчин угнали спецтехнику 13 марта. С заявлением в милицию Чуйской области обратился владелец машины, 54-летний мужчина. Он просил принять меры в отношении неизвестных, которые в одном из сел Алмединского района украли его спецтранспорт стоимостью $7 тысяч. Милиция провела разыскные действия и нашла 2 парней, ранее судимых. Их выдворили в ВВС. Досудебное производство начато по статье кража. И ЦИК составил контрольный список избирателей, которые могут принять участие в голосовании на местных выборах и референдуме по принятию Конституции 11 апреля. В общей сложности в списке включены 3 601 000 граждан. 2 дня назад закончился этап, в течение которого можно было уточнить себя в этих списках и в случае неточности обратиться в территориальную избирательную комиссию с жалобой. В Центре избиркоме отмечают, что 11 апреля при проведении голосования явка по тем, кто выбирал депутатов в местной Кинеши, и тем, кто участвовал в референдуме, будет вестись отдельно. Так, согласно данным ЦИК, в столице насчитывается почти 416 000 горожан с правом голоса, в Аше 150 351 житель. Те, кто находится в данное время за границей, смогут принять участие только в плебисците. Это 54 202 кыргызстанца. Форма 2, которая позволяла голосовать вне своего участка по прописке, теперь отменена. Кроме того, не включены в списки избирателей те кыргызстанцы, кто не сдал биометрические данные. На этом у нас пока все. Смотрите наши дальнейшие выпуски новостей. И я с вами прощаюсь. До свидания.